Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какую награду вам суждено получить по судьбе? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно, очень интересно. Тут не одна награда, не одна. Опять же, отсыпка общая, имейте это в виду. Но раз вы попали на это видео, если вы остановились на этом видео, если вы досмотрели до этой минуты, то здесь информация и для вас, и про вас. Давайте начнем с того, что вам высшие силы обещают счастье. Счастье в личном. Счастье в личной жизни. Смотрите, у вас тут сложилась идеальная пара, причем не просто пара, да, как два партнера. Здесь мужчина женщину держит на руках. То есть он не позволяет вам становиться на землю, ну, чтобы вы случайно там не переутрудили свои ноги, да, либо чтобы вы были под полной его там, защитой, протекцией. То есть он вас держит, да, вот так на весу держит, к себе прижал, говорит: ну моя, ты моя, а я твой. Прекрасные взаимоотношения, когда мужчина для женщины, ну просто как ангел-хранитель, да, не просто муж, а ангел-хранитель, который ее и защищает, и оберегает, и все сложности и трудности берет на себя. Ну, на руках вас будет носить. Просто носить. Вы не ходите, да, он вас носит, и это замечательно. Особенно эта награда отыграется у девочек с очень тяжелым прошлым, когда вот развод был, когда измена была, когда мужчина обидел очень сильно, да, вот вы любили, а вас обидели. Вот особенно для вас отыграется. То есть вам награда за пережитое, за страдания, несправедливые страдания, которые вы испытали, идет вот такое прекрасное семейное счастье. Следующий момент. Награда в какой-то деятельности, в какой-то активности. Но здесь награждать вас будут люди. То есть люди примут решение, что вы достойны награды. Вас будут выделять, вас будут отмечать, и, как говорится, к вам будут приходить на поклон. Я не знаю, чем вы занимаетесь, либо начнете заниматься, у кого-то и так отыграется, но вам от людей будет награда. Вот прям присуждена награда, какое-то почетное место, не знаю, может быть, какая-то медаль, кубок, грамота, статью про вас напишут, да, вот от людей именно идет награда. И вы знаете, она очень честная, очень справедливая. Вы, конечно, достойны большего, но все-таки люди, да, кто-то где-то позавидовать может, кто-то где-то может там сказать: ах, и так ей будет много. Но тем не менее, эта награда будет очень приятной. Вот когда вас признают люди, которые вас окружают, либо там, знакомые, незнакомые, неважно. Важно, что вот именно признание идет. Признание вас, вашего таланта, ваших умений, ваших способностей. То есть как выделяют вас. Так, с этой стороны. С этой стороны вообще такая эпическая картина, когда женщина постоянно кидала семена, скорее всего, да, либо работала на земле, которая не родила, как мертвая земля была. То есть вы постоянно делали одно и то же действие, а результат был нулевой, либо даже в минус уходил. Но вы не сдавались и не сдаетесь по сей день. Вы все равно продолжаете это делать и этим заниматься. То есть кидать эти семена в мертвую землю. Здесь картинка чуда. Я не знаю, как это объяснить, но это прям чудо происходит. Вы
хотите вырастить, ну, допустим, дерево, да, вы кидаете эти семена, там, рассаду высаживаете, да, не растет. Не растет, сохнет. Вот что бы вы ни делали, не растет, сохнет. Идет ситуация, когда у вас, во-первых, ну, вырастет это дерево, а во-вторых, оно в каком-то утроенном формате, утроенном размере. То есть вы рассчитывали на 1 единицу, а у вас, например, 3 единицы получилось. И мало того, что они 3, так они еще какие-то необычные. Не такие, как у всех. Что-то уникальное, что-то экстраординарное, понимаете? Вот, возможно, кто-то над вами смеялся и говорил: ой, какая дурочка, да, зачем ты этим занимаешься, ой, глупая, ой, зря время тратишь, ой, ума нету. А вы вот как будто бы всем нос утрете за то, что вы не сдавались, за ваш несгибаемый волевой характер. Высшие силы утроят ваш результат, причем наделят его еще какими-то необычными специфическими качествами. Что вы там выращиваете, я опять же, я не знаю, каждый за себя знает, но то, что у вас получится какое-то чудо, чудное, диво, дивное, это 100%. И те, кто громче всего кричал и плохие слова на вас, да, и крутил пальцем у виска, намекая на то, что вы не в себе, вот они первые прибегут смотреть на этот результат, первые будут восхищаться, и люди, ну, коренным образом изменят отношение к вам. Очень, кстати, хорошо перекликаются эти два предсказания. То есть все правильно вы делаете. За вашу настойчивость, за ваше терпение, за вашу веру вам будет чудо. Понимаете, диво будет с вами. Прекрасно, просто замечательно. Так, еще награда. Ну, кто-то борется. Тут кто-то из девчонок борется за себя. Да? Может быть, с какой-то болячкой боретесь, может быть, с лишним весом боретесь, либо наоборот, с низким весом боретесь. Какое-то состояние. Кто-то, например, борется за свою молодость, за свою красоту, какие-то действия, там, процедуры, операции. Борьба самой за себя, да, либо самого за себя, если смотрит меня мужчина. Вы просто на себя переворачиваете. Мне, как женщине, удобно говорить для женщин. Идут результаты. Результаты, которые вас очень сильно, в первую очередь, удивят. Мало того, что вы поборете эту свою причину, проблему, так вы еще какой-то неоценимый опыт получите. Опыт, знания и возможность в будущем это, ну, не знаю, продавать, либо шерить с другими людьми. То есть продавая, передавать эти знания. Это будет, кстати, очень-очень востребовано. Награда — это то, что у вас первое получилось, а второе — то, что вы можете не просто насладиться результатом полученного, но еще на этом, например, заработать, либо делать добрые дела, передавая бесплатно свои знания. Ну, вы молодец, вы молодец. А вы знаете, что вас высшие силы любят очень сильно? Вот именно за ваш несгибаемый железный характер, за вашу волю, за вашу веру, ведь вы действительно верите. Даже в самые темные моменты своей жизни вы верите, что все будет хорошо. Так оно, конечно же, и будет. Это просто замечательно. Я перед вами вот кланяюсь, ребятки, кланяюсь. Да, я не обладаю такими качествами, и я восхищаюсь вами, просто восхищаюсь. И где-то по-доброму даже сожалею, что я не обладаю этими качествами. Но вы молодцы, девчоночки, мужчинки, вы молодцы, просто молодцы. Так, еще. Здесь идет выход из темного леса. Лес какой-то странный, знаете, вот именно как палки, много-много палок. И вы вот ходили в этом лесу, какое-то заблуждение, возможно, было. Так, может, кругами ходили, может, с курса правильного сбились. У вас идет выход, вас выведут. Ангелы вас выведут в правильном для вас направлении. Опять же, вы не сдавались, вы не отступали, вы шли. Вот как жизнь — это движение. Вот и вы, руководствуясь этими словами, просто шли. Шли наугад, шли по наитию, неважно. Важно, что вот ходили, и вас выводят из этих затруднений, из этих проблем. Опять же, это может быть ситуация, связанная с людьми, с деньгами,
не знаю, с судами в конце-то концов, да, вот с какими-то прям затруднениями, которые вот бесконечные были, а вы все время ходили кругами. Выведут, девочки, выведут обязательно. Так, а еще кто-то у меня пострадал от действий какого-то человека. Человек с вами одинакового пола. То есть женщина от женщины, мужчина от мужчины. Вы пострадали от этого человека, от действий этого человека. Опять же, это может быть и бизнес, это может быть и просто жизнь, и любовные отношения, неважно. Важно, что вот были страдания. Вам будет компенсация. Компенсация либо от этого человека, либо за этого человека. Ну, допустим, вас мучила всю жизнь свекровь. Мучила своими придирками, претензиями, ну, непринятием вас. Вот мучила вас. И тут свекровь, например, уходит в мир иной, оставляет вам очень шикарное наследство. Да? Либо, например, если мы говорим там, про бизнес, да, там, занимались вы бизнесом, ваш там, бизнес-партнер, либо начальник вас кинул. Вы обратились в суд, вы обратились за правовой помощью. Вы, например, обратились в суд за правовой помощью, и суд встает на вашу сторону, вам присуждают не только там, возврат ваших денег, но еще и какую-то шикарную компенсацию. Вот так мне идет. Это замечательно. Так, что мне очень нравится? Мне нравится, что вы будете просто на коне. Конь очень интересный, у него короткие ноги, но при этом очень длинная шея, и смотрит она в правую сторону. А на коне вы не в одиночестве, да, не один человек на коне, вот вдвоем с кем-то на коне. И прям скачете в правую сторону на этом коне-жирафе. Ну да, он похож на жирафа, потому что шея очень длинная. То есть это какая-то работа, какой-то труд, возможно, даже вот совместный бизнес в паре, либо с каким-то надежным партнером в долгую, да, хороший бизнес, правильный бизнес, успешный бизнес, бизнес, который вы будете передавать дальше по поколениям, то есть передадите своим детям, дети передадут вашим внукам. Просто прекрасно. У кого особенно не получалось вести свой бизнес, либо вы, может быть, разорение пережили вот в бизнесе, банкротство пережили, вот именно для вас идет предсказание, награда, да, за то, что вы, скорее всего, ну как, я не вижу, чтобы вы ошиблись, я не вижу, чтобы вы что-то неправильно сделали. Да, у кого-то, знаете, отжали, может быть, бизнес. Ну, такое же бывает. Могли в чем-то там несправедливо обвинить. Может быть, конкуренты там подсуетились, на вас там навет наклеп, подставили, и у вас вот все рухнуло. Вы восстановитесь. У вас новый бизнес будет, и вы на этом шикарном коне-жирафе будете в правую сторону. Ну, с кем-то, вот не в одиночестве, с кем-то вы будете. Причем вы как старший партнер, а тот человек, который рядом с вами, он как младший партнер. Может быть, по возрасту у вас разница, может быть, по шерингу доли в компании. Но, тем не менее, конь просто шикарный, чудесный, в долгую, понимаете, шея очень долгая. Так, еще награда за терпение. Здесь какая-то женщина своего мужчину дождется. Вы все разные, по разным причинам вы не могли быть вместе. Но я вижу, что женщина не сдавалась, женщина ждала. Женщина ни на минуту не прекращала любить этого человека, за него молиться и обращаться к высшим силам с просьбой, чтобы была семья, чтобы была любовь, и чтобы наконец-то вы могли быть вместе. Вместе вы будете. Но вместе вы будете в каком-то другом месте. Не там, где он живет, и не там, где вы живете. Какое-то третье место у вас будет, да, куда вы вместе уедете. Там, где никто вас не тронет, не обидит, не будет создавать вам проблемы. Где у вас действительно начнется новая жизнь. Новая, абсолютно новая, вот для двоих вдвоем. Вот так вы будете выстраивать. Вы этого мужчину, как говорится, дождались. Награда — это шикарное место, где у вас все получится, где вы сможете создать семью и жить счастливо и долго. Так, ну и самый главный знак, он в венце находится. Смотрите, это ваша фигурка, ваш образ, и у вас за спиной шикарные крылья. Награда от высших сил — это крылья.
Что значит крылья? Летать, свобода, воля, ни от кого не зависеть, никого не бояться, никому не подчиняться. Понимаете? Удача, везение. Ведь птицы, они же ведь все видят, им все доступно. В мгновение ока они могут пересекать большие, там, не знаю, пространства, дистанции. Вот и вы парите над другими людьми. То есть у вас будет и везение, и возможность, и, знаете, как все к вашему, весь мир к вашим услугам. И это просто прекрасно. Вот самые терпеливые и самые пострадавшие получат именно крылья. В дар от высших сил, в награду от высших сил. Замечательная отсыпочка, мои хорошие, еще раз говорю, вот земной поклон за ваш характер, за ваше терпение, за то, что вы такой прекрасный человек, просто уникальный человек. Если бы таких людей было много, как вы, мир бы был просто идеальное место. Так, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.